Чемпионат WorldSkills – престижные соревнования рабочих профессий. Цель – развитие профессионального образования. Республика Башкортостан, Уфа, финал. 105 компетенций, 1800 конкурсантов, 76 регионов страны. Здесь школьники и ученики колледжей демонстрируют свои навыки наравне со взрослыми. Задания сложные, в основном рассчитаны на 3 дня. Площадки финала 9-го национального чемпионата WorldSkills Россия с 25 по 29 августа были открыты для всех. Каждый желающий мог прийти и попробовать себя в новой профессии. Глава Башкортостана Ради Хабиров на площадках чемпионата WorldSkills Россия. Ну вот это наша цель, Ради Фаридович, когда мы предполагаем, что К-27ПС будет как раз тоже обеспилочен. То есть сегодня на инвестчасти... В принципе, технология беспилотника, она примерно одна и та же для всех. Сегодня у вас на инвестчасти, на инвестиционном комитете будем рассматривать несколько проектов развития авиационного кластера, развитие проекта «Геоскан Уфа» и как раз производство БАЗ-200, Ростеховского беспилотного летательного аппарата. Мы все-таки их приземляем, дошли до инвестчаса. Сегодня по вашему поручению, как раз за месяц отработали, будем это. А здесь сразу показываем Кумертауское авиационное производственное предприятие. Здесь сотрудники КУМАП. Здесь рассказываем, люди подходят. Коллеги создали компанию в Башкирии, зарегистрировали Геоскан Уфа и серьезно планируют как раз приземление данного производства здесь. Это мы предполагаем, что этот павильон, они здесь уже сами останутся. И они, конечно же, планируют выступить в роли управляющей компании всего авиакластера Республики Башкортостан. Но это будет уже конкурс, и там уже будем отрабатывать. Пожалуйста, да, в 2 словах. Сегодня, да, мы представляем здесь образовательное решение для школьников, для студентов, для того, чтобы они могли вести разработки. И на борту находится тот же автопилот, как и в больших беспилотниках, которые мы увидим, чтобы ребята изучали сразу промышленное применение решений. Также будем здесь ребят готовить и передавать те знания, чтобы кадровый потенциал рос в республике, чтобы создавались новые рабочие места. Будем вкладывать в это усилия. Это уже более профессиональная техника. Для аэрофотосъемки это у нас использует Росреестр для кадастровых задач. А шоу дронов на каких показывалось? Шоу дронов здесь, к сожалению, нет. Да. Но они размер маленький. Да, они маленькие, они как раз на базе решения образовательного. И оно делается как раз привлечением ребят, школьников, для того, чтобы они участвовали. Ну, вот отдельный интересный продукт – это квантовый магнитометр, это сенсор. Сейчас применяется в России, в Африке мы работаем, в Юго-Восточной Азии, для уточнения не только съемки поверхности, но и месторождений под землей. Золото, кимберлит, уран, редкоземельные металлы. Специально открыли, вот, показать, что это решение тоже российская полностью разработка, наши ученые делают. И съемка тоже делают, да? Да, и съемка тоже делают. То есть камера на борту для аэрофотосъемки, для цифрового двойника 3D-модели города, региона, либо карьеры, или месторождений. Он невысоко летает, сказали, да? Ну, это регулируется, но обычный уровень высота где-то 300-500 метров. С этой высоты он и съемку ведет, и уже геологоразведку, там, уточнение, параллельно. Будьте любезны, пожалуйста, представьтесь. Степанов Павел Викторович, заместитель генерального директора группы компании «Геоскан». И вы представляете беспилотную авиацию СТЭН Республики Башкортостан? Да, мы создаем кластер, который будет осуществлять здесь и развитие технологий, создавать рабочие места, производство и локализацию отдельных элементов и блоков данных беспилотных летательных аппаратов. Вам интересны наши молодые специалисты, молодые профессионалы? Безусловно, мало того, они уже участвуют в создании кластера, они участвуют в соревновательных активностях и в решении, и в разработках современных технологий для нашей промышленности. И применять их будут не только здесь, но и в других регионах России. С каким вузом вы сотрудничаете? Уфимский авиационный университет. Мы уже... МГТУ? Да, МГТУ, да. То есть мы работаем уже с ними как в части беспилотников. Что самое интересное, коллеги одними из первых в России к нам обратились по космическим технологиям, потому что мы еще разрабатываем спутниковые решения для съемки дистанционного зондирования Земли. Спасибо. Спасибо. Это у нас следующий резидент компании «Аэроглоб». Максим Леонидович, создатель, идейный вдохновитель. Машина берет на борт 40 килограмм полезной нагрузки, несет в течение 40 минут до 30 километров дистанцию.
предназначена для логистических операций, а также для различных видов полезной нагрузки, как радиолокационное оборудование, возможно, для военно-технических целей, возможно, для сельского хозяйства в целях, допустим, орошения. И также для Почты России можем предложить ее. Интересно. Это аккумуляторная батарея, да? Да, полностью электрическая. Вот это две сборки как раз легко вынимаются, вставляются новые. Эти идут на зарядку. Мы сейчас работаем над гибридной схемой. Это композитные полностью. И получили патент на вот этот сложный профиль композитный. Он идет со специальным нахлестом. И фактически это как бы квази-бесшовная технология. Повышенная прочность, соответственно, и думаем помогать композитчикам здесь, в республике, если вы одобрите сегодня на инвестиционном мероприятии. Спасибо. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Корбов Максим Леонидович, директор компании «Аэроглоуб», Москва. И как вам сотрудничество с башкирским авиакластером? Нас оно вдохновляет, перспектива сотрудничества вдохновляет, и мы думаем, что сегодня с правительством, обсудив, придем к некоему соглашению о том, чтобы перенести сюда свои компетенции и применять их уже в виде дронов в вашем хозяйстве. Интересно. А какой вуз вас привлекает? Где вы видите потенциал? Мы думаем сотрудничать с Уфимским авиатехническим университетом, там хорошие специалисты, и с местной промышленностью на предмет изготовления корпусных деталей и каких-то электронных компонентов. У нас талантливая молодежь. Молодежь везде талантлива, зависит от того, как взрослые к ней относятся. Судя по действиям руководства республики, у вас молодежь ценит и лелеет. И мы очень надеемся на то, что будут талантливые ребята работать в нашей компании здесь. Главное, не переманивайте их насовсем. Пусть опыта набирается, к нам надо, чтобы на возвращаются. своей родной земле работали, конечно же. Знаете, поговорка есть: где родился, там и пригодился. Спасибо. И вам. Мы, когда будем создавать кластер, нам нужно будет оборудование. Мы провели анкетирование всех участников кластера и определили примерный набор оборудования, который нужен всем. Это будет центром коллективного доступа. И вот компания ESM, она российский производитель. Здесь представлена часть станков, которые нам пригодится в процессе производства. Расскажите, да, про станки? На данном стенде представлены это фрезерный гравировальный станок. Он используется для обработки как неметаллических материалов, так и цветных металлов. И на последнем моменте у нас представлен электрохимический станок. Это токарный. Здесь в том числе обрабатываются различные детали, которые в дальнейшем применяются в авиадвигателестроении, а также в машиностроении, нефтеперерабатывающих предприятиях, в различных сферах. Здесь станок работает холостую. А вот у нас, Да. у нас Стерлитамакский стан, он уже вот это тоже производит? Вот Стерлитамакский Они стан. производят немного иное оборудование, более, так скажем, позволяющее обрабатывать немного другие детали большего типа размера. Ну, И здесь представлен электрохимический станок, на котором Почему называется электрохимический? Это же механическая обработка. это не механическая обработка, электрохимическая, потому что здесь происходит обработка химическим раствором, электролитом, и воздействует также электричество, ток. То есть таким образом металл растворяется. Вот. Да, то есть это не мехобработка. Здесь высокая достаточно точность обработки. В последующем не нужно каких-то слесарных дополнительного рабочего труда. То есть, химическое это значит разъедает, да? Да. Но при этом состав металла, детали, он не меняет своей структуры. То есть сейчас он печатает деталь, функциональная деталь. Вот это вот, да? Да. Это у нас крышка контроллера для Как ты ее иначе соберешь? блока управления двигателем. А что это, Радифрич? А это вот деталь на 3D принтере распечатанная. Да, для была. Да. А дайте ведь клеить. Вот это, Радифович. Как раз клей. Как раз её делают. Вчера печатали эту деталь, да.
Очень здорово. Ну, основной проблемой всего рынка беспилотников у нас является то, что у нас нет двигателей хороших. А как раз на нашем авиационном университете создан прототип двигателя, и мы планируем в рамках кластера его сертифицировать и далее запустить в серию. Вы знаете, в чем проблема его, да? Это линейка двигателей, да, многотопливный, то есть мы работаем на перспективу, он, в принципе, на будущее возможно, что будет работать на уже может работать на углеродно-нейтральных топливах, он достаточно перспективный, можно его, сейчас можем на этот даже думаем, как вот на этот вертолет поставить его на стажир, смотрели. Этот автожир мы планируем обеспилочивать и применять при обработке лесов сельского хозяйства. Компания «Геоскан» планирует в течение года его уже поднять в небо. Это вот после нашего визита, Андрей Геннадьевич, на предприятие. Родилась идея сначала обеспилотить что-то недорогое, когда уже будет модель автопилота и система радиоуправления, потом уже переходить на более дорогие крупные модели. На инвестчасе будут докладываться, и уже производство здесь на территории Республики Башкортостан. Ну, вот этот образец летающий тоже, да? Да, этот летающий, на нем, в отличие от байка, нет никаких органов управления, он не требует пилота. Люди просто садятся внутрь, выбирают на карте, куда лететь, и он отвозит. То есть здесь не нужно иметь квалификацию, здесь не нужно тренироваться. То есть здесь автопилот, да? Абсолютно. 5-й уровень автопилота уже в этой машине присутствует. Вот, ну и, конечно, уже серийные машины будут уже закрытые с кабиной, с комфортной, с салоном, для того, чтобы людям было удобно, что самое важное, не страшно. И здесь безопасность – это самое главное. Здесь и парашют есть, и дублирование всех систем. Вписываться в инфраструктуру городскую гораздо лучше, чем на текущей модели вертолета. 200 км в час, да? Да. То есть даже на текущей батарее она пролетает 100 километров. Для города, да, небольшого, это уже во все концы можно спокойно доехать. Валерий, главный эксперт данной компетенции в эксплуатации сельскохозяйственных машин. 10 участников, 8 федеральных округов, 5 модулей. Выполняют задания по устранению неисправности сельскохозяйственной техники. А вы задаете уже какую-то неисправность? Да, неисправность. А они сами должны... Мы нет, просто чтобы был обзора. Электрооборудование, гидравлика, двигатель, трансмиссия, механический привод и комплектование посевных агрегатов. Часть импортного больше нашего стало, больше стали в сторону импорта замещения. То есть вы им где-то делаете неисправность, они должны найти его, да? Да. Она и исправить, да? Да, устранить. В реальных у них диагностическое оборудование, значит. Обязательно. Сканеры. Дети замечательные. Рвутся в бой. Вот мы работу начали, не узнать, ребят. Спасибо. А соревнования идут уже, да? Да, все, уже мы не заходим. Да. Тут наших много ребят должно быть, в Башкирии. Да. У нас много сельхозколледжей, поэтому... Мы же все аграрники. Я с Тамбовской области. Понятно. Ратфич, оказывается, на площадку нельзя заходить? Конечно, все. Потом нас оштрафуют, или их оштрафуют. Мы еще к вам вернулись. Скажите, а почему нельзя заходить на площадку? Работаем с подвижными механизмами, с агрегатами, видите, да? Поэтому по технике безопасности нет, у нас есть свободная зона, я хотел здесь, но на площадку заходить даже президенту. Вот так. Все по-настоящему, да? Техника безопасности превыше всего. А где ребята еще пока пусто у вас? Как ребята? Работают. Они же не групповой у нас индивидуальный. Добрый день. Здесь профориентация, да? Нет, здесь профориентация в соседнем павильоне, сейчас зайдем. 15 километров первого косметология, визаж стилистика. Ух ты. Вот они, да? Дело на той стороне. То есть работа уже полным ходом идет, ребята готовы. Они, получается, на манекенах делают, да? Вот, да, на манекенах. Знаете, мы к парикмахерам подойдем, там встреча наша. Лен, можно? Главный эксперт международный.
Здравствуйте. Лена Шмаковская, она не главный эксперт, но она международная, она готовит сборник. Лен, можно? Ну как? У нас все замечательно. Соревнования начались вовремя. Площадка прекрасно подготовлена. Соревнуются юниоры, то есть самые юные наши участники и взрослые. И здесь же проходит тренировка для участников национальной сборной, которая поедет на чемпионат Европы уже в сентябре. В течение 3 дней будут все участники выполнять 7 видов работ. Абсолютно все виды работ, которые в индустрии востребованы сегодня. Вот что-то я вот не вижу ни одного мужского мастера или нету, да? Пока. Сейчас женские виды работ. Да, сейчас юниоры выполняют для длинных волос прически, а взрослые наши делают тоже окрашивание и стрижки пока для женщин. А вот стоит мужчина, он у них как инспектор, да, или как вот, у него какие функции? Он главный эксперт у юниоров. Он должен отвечает наблюдать, за соревнования, за проведение, за организацию. Наша Анечка, европейский тоже победитель национальной сборной, она отвечает за организацию работы главный эксперт у взрослых. Аня 5, по-моему, да, Аня? 5 лет, 5. В 2016 году была конкурсантом национальной сборной, сейчас главный эксперт этих соревнований. Ради Фаридович, здесь у нас компетенция эстетическая косметология. Вот здесь как раз проходят уже соревнования на статистов. Ух ты. Да, то есть тоже это уже на людях, красоты, это уже на Ради Фаридович компетенция, которая обычно, вот мы делали анализ, какие компетенции нравятся мальчикам и девочкам. У нас 2 компетенции, которые нравятся мальчикам. Это кондитерское дело, потому что вкуса. А второе, вот медицинское, вот это косметология. Мы сильно удивлялись, почему. А когда пройдешь, увидишь. Главный эксперт. Как условия вам? Живые, конечно. Очень хорошие, да? Мы довольны, да, мы все здесь организовали, в общем, на мировом уровне, я бы сказала. А вот как вы оцениваете работу? Сложная система оценки. Есть аспекты, которые оцениваются в процессе работы, например, уход за клиентом, коммуникация, техника выполнения массажа. Есть которые по качеству, промежуточному и итоговому. Например, насколько качественно нанесено косметическое средство, ровные контуры, слой, и как клиенту подходит тот или иной вид макияжа. То есть у нас разные аспекты, и эксперты у нас заняты прямо с утра до вечера, все время в напряжении, в внимании. Да. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания. Ради Фаридович, у нас каждая компетенция была закреплена за колледжами, которые развивают эти компетенции и которые вели застройку непосредственно здесь. Я предлагаю пройти на компетенцию стоматология. Очень новая компетенция, но она необходимая. И ее у нас развивает... А здесь вот штаб какой-то, да? Нет, это компетенция операторская деятельность, да. Ага. Им звонки какие-то дают, да, или что? Они разрабатывают туры для, соответственно, клиентов. Вот. Компетенция как раз стоматология ортопедическая. Наш Башкирский государственный медицинский университет. Это не компетенция мировая, мы в России сами создаем. Вот, например, если, то есть для нас как бы не важно, в чем соревнуется мир, но важно, чтобы наш как бы и сектора бизнеса, и их образование росло. И, соответственно, вот этот эксперимент, какая Т6, это значит у нас уже где-то... Очень востребованная, конечно. 106-я, по-моему, уже российская компетенция, которая добавлена. Соответственно, мы делаем сначала в России, потом некоторые выходят в мир, некоторые не выходят, некоторые просто в бизнесе используются. Ребят, даже скажите, давайте. Здесь получается, да, обучающиеся медицинские колледжи, будущие зубные техники, специалисты со средним медицинским образованием. Без зубного техника невозможно изготовить зубной протез. А зубные техники разве среднее образование? Среднее медицинское образование. В республике у нас 1 или 2 их? Раньше Стерлитамак готовил, но они готовили раньше на выпуск, а сейчас как-то прекратилось. Но это сейчас же очень сложно это вот все-таки история. Там много и компьютера, и много цифр, да? Есть моменты, которые предусматривают. Уже со следующего года образовательный стандарт, надеюсь, примет 4-е поколение. Там, может быть, будет уже момент именно цифровизации. Да. Но мы стремимся, мы хотим, мы будем развивать это направление дальше. Освещение у нас хорошее, все обеспечение, все шикарно. Все хорошо. Спасибо. Ради Фаридович, хорошие площадки построили, да, интересные. Очень удобно, очень комфортно, да. Вот мне хочется, чтобы здесь, по сути, первый день, хочется, чтобы люди приходили. Вот я своего сына тоже сегодня привел, вот мне посоветовал Роберт Наэльевич. Старшего? Да, Фаритика. Почему? Потому что
дети здесь смотрят. Ну, мой топак, он просто посмотреть. А вот уже подростков сюда надо везти, потому что многие подростки после посещения визита определяют себе профессию. Это очень, кстати, вещь, которая выполняет профориентационную работу. Здравствуйте. Ну, это такой своеобразный город мастеров на будущее, задел. А вот и наши пчеловоды. Да, у нас участники из Дагестана, Алтая, Республики Башкортостан, да, главный эксперт, пожалуйста. У нас новая компетенция впервые представлена, получается, на национальном чемпионате. Эту компетенцию разработали мы в нашей республике. А вот какие манипуляции они, например, здесь должны сделать? Сегодня, получается, сборка гнезда на зиму и подкормка. И второй модуль будет – это определение фальсификации меда и также ботаническое происхождение меда, определение пыльцы, наличие пади в меде, получается. А также у нас искусственный вывод маток – это последний модуль. Здорово, здорово. А пчелы-то здесь есть? Пчелы есть, получается, для определения болезней. Вот сейчас они у нас пока еще в таком живом состоянии, но потом они у нас будет подмор, и, соответственно, на дне улья мы будем их размещать, и, соответственно, заразим их предварительно, чтобы люди определили, ребята. А вот этот паренек, он с Мишкинского сельхоза, нет? Да, тот, да. И вот тот наш, получается, участник. Передайте ему привет. Я у него был. Да, мы видели фотографии, прямо следим за всем. Очень рады, что есть такая у нас компетенция. Спасибо. Здесь создана площадка, как в ресторане, с современным самым оборудованием. И самая востребованная компетенция, потому что практически в каждом втором колледже имеется профессия повар. Ребята, расскажите только очень коротко. Задание, модули, как оцениваете? Ладно, прям быстро. На данной площадке работают юниоры. Это обучающиеся школы от 14 до 16 лет. Задание рассчитано на 3 конкурсных дня. Выполняют они приготовление холодной закуски винегрета, горячего блюда из мяса на лопатках, говяжье, и также десерт. А эксперты тоже приехали с разных регионов, да, получается? Каждый, один конкурсант, один эксперт. Я главный эксперт, сам из Москвы. Из Москвы, да, получается? Здесь просто самая важная история какая. Нам важно, чтобы не конкурсант был прокачан, а чтобы эксперты прокачивают. Потому что они собираются, рефлексируют, что не хватает, какие ошибки у конкурсанта, что нужно исправить в образовательной программе, что в бизнесе делается неправильно, что можно улучшить и так далее. Вот эта коммуникация, так называемое профессиональное сообщество, позволяет делать очень быстрые стандарты и влиять быстро и в систему бизнеса, и в образование. Спасибо. Всего доброго. Николай, приезжайте к нам работать в Башкортостан. Это самая такая массовая компетенция в стране, по ней и взрослые очень много переобучаются, и, по-моему, одна из самых массовых в среднем профессиональном образовании. Поваров – это главная проблема. Не хватает. Самое главное. Ну, хороший шеф-повар, он из повара вырастает. Не бывает так, что человек сразу хоп и в топ. Это новая компетенция, экспериментальная, поэтому... Компетенция организации строительного производства. Самое главное – это прораб. То есть прораб, который у нас есть специальности, да, специальные по строительству, и мы их выпускаем прорабами. И данная компетенция, она как раз дает эту возможность прочувствовать все этапы. То есть участник общается с заказчиком, получает заказ, идет на застройку. У нас застройки есть чистовая, черновая. Потом приходят обмерные планы, делает развертки, то есть работает в программном обеспечении. Мы же уже специалисты, да, то есть мы развитые люди. И после этого они уже сдают работу заказчику, ищут дефекты, составляют все ведомости. То есть вот здесь работа именно прораба, не маляра, да? Нет, это прораб, это специальность. Да. Ну, пока она новая, поэтому мы развиваемся, поэтому есть к чему стремиться, интересная очень специальность. И самое главное, она приближена именно... Ну, то есть реально, что она они реально, делают, потому что в жизни. Интересная застройка. Мы такую создали мастерскую в Стерлитамакском строительном колледже. Одна часть – это черновая отделка. Черновая там у нас и чистовая. И еще причем анализируем. Условия нормальные? Да, все нормально, хорошо, все отлично, да. Спасибо большое вообще за организацию. Пойдем посмотрим. Фаридович, а это ваш выпускник, бронзовая медаль мирового чемпионата. А ты участвуешь, нет? Нет, я главный эксперт сейчас. Ты здесь. все уже сейчас эксперт. Пойдем нашего посмотрим. Вон наш, по-моему, да? С той стороны один из участников Башкирии. А сам сейчас чем занимаешься? Я международный эксперт по WorldSkills. Вот уже все вот на это, Да, я готовлю на международные чемпионаты участников. Молодец.
А это откуда, сибайский парень? Это сибайский, да. Это что он делает? Вытачивать фигуру, вот смотрите, вот задание, то сдается вот это и вот это, а дальше твоя проблема, как ты все это будешь делать. Поэтому это как бы не знание навыка, а компетенция, умение решить проблему. Причем задание он узнает, как правило, вот на чемпионате тебе дали, сказали, вот. Это сложно очень, да? Это задание, да, сложное. А сколько часов делать его? 21 час полностью на задание. Конкретно на изготовление третьего модуля на этот камень у них 16 часов с половиной. Здорово. Спасибо. Роберт Ильич, а позвольте вопрос задать вам. Конечно. А скажите, пожалуйста, а какова судьба потом победителей WorldSkills? Смотрите, там, давайте так, мы всегда делим победителя, это, как правило, уникальный талант, который чего-то хочет добиться, и участника. Да, как правило, с участниками все здорово. То есть, большинство людей, кто здесь, они уже работают на самом деле. То, что касается чемпионов, как правило, возникает 3 карьеры. Первая карьера, мы так начинаем, она такая карьера служения, когда они становятся наставниками. И в 19 лет иногда парень настолько или девушка профессиональный, что учат других. Вторая карьера, это предпринимательская. Многие из них делают не просто лучше на рынке, чем на рынке, а в раз в 10 лучше, чем на рынке. Чем многие открывают свое собственное дело. И третья такая традиционная карьера – это карьера перехода в другой тип деятельности. Ну, например, ты работал рабочим, становишься инженером. Это вот такие классические чемпионские карьеры. Но все зависит от самого человека и от его желания. А что дает именно вот статус участника WorldSkills? Какая-то корочка есть? Навыки. Спасибо.